Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 7 трупов. Таков итог дорожно-транспортного происшествия на трассе Ашхабад-Туркменабад. Катастрофа произошла во второй половине мая, когда лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Одна из машин сгорела до такой степени, что даже ее марку с трудом можно распознать. Имена 7 погибших и детали их личностей неизвестны, однако очевидно, что это были чьи-то дети, братья и сестры, или матери и отцы. Почему в Туркменистане так высока аварийность и как исправить ситуацию? Официальные СМИ не публикуют сводки происшествий, поэтому об аварии стало известно лишь благодаря видеозаписи, снятой очевидцем. Одна из машин пострадавших имела дашагузские номера, другая, полностью сгоревшая, ахалские. В одном автомобиле находилось 5 человек, в другом ехало 2, все они погибли. Среди жертв аварии есть и мужчины, и женщины. Важной причиной дорожно-транспортных происшествий является низкое качество дорожного покрытия, и это касается как убитых провинциальных дорог, так и новеньких трасс, где вскоре после сдачи их в эксплуатацию что-нибудь проваливается или провисает. А та самая трасса М-37, на которой произошла вышеописанная авария, приходит в негодность, в том числе и из-за строительства нового автобана Ашхабад-Туркменабад. По трассе возят тяжелые грузы для автобана, не соблюдая максимально допустимый тоннаж, из-за чего на дорожном полотне образовались глубокие ямы. Автобан строит фирма дяди президента. Техническое состояние автомобилей, скачущих по этим ямам, тоже оставляет желать лучшего. Техосмотр в Туркменистане привычно покупают без фактической проверки автомобиля. За 200-300 манатов или 10-15 долларов инспектор даже не откроет капот. При этом частного техосмотра в стране нет. В Нидерландах, например, техосмотр автомобиля проводят исключительно частные станции техобслуживания. Они же выдают сертификат годности к эксплуатации с подробным описанием того, что было найдено в ходе проверки и какие меры были приняты. Частники работают по лицензии Департамента автомобильного транспорта и должны соответствовать жестким требованиям. В случае каких-либо махинаций или некачественного осмотра частник лишается лицензии и получает крупный штраф, поэтому рисковать никто не будет. Департамент также занимается выдачей автомобильных номеров и водительских прав. Местная полиция, в отличие от Туркменистана, в эти процессы никак не вовлечена. Ну и главная причина аварий на дорогах Туркменистана. Водители массово не соблюдают правила дорожного движения, а контролирующие органы следят не за тем, зачем надо. С одной стороны, едва достигший 18-летия молодой человек легко может купить водительские права за 100 долларов, не утруждая себя изучением ПДД. С другой, до сих пор сохраняется негласный запрет на выдачу прав женщинам моложе 40 лет. Иногда вводятся дополнительные требования, такие как наличие машины в собственности или статус замужней. Осенью 2023 года представитель МВД Туркменистана в ООН заявил, что возможность выдачи прав женщинам якобы была временно приостановлена из-за большого количества автомобилисток, которые не имели вообще прав, но сейчас, в мае 24-го, источники по-прежнему свидетельствуют, что женщин моложе 40 лет не допускают на дороге. Почему органы власти тратят силы на эту дискриминацию, а не исполняют свои прямые обязанности по поддержанию порядка на дорогах? На этот вопрос нет ответа. Если водитель нарушил правила дорожного движения, то от сотрудников дорожной полиции легко можно откупиться взяткой. И даже если суд лишил водителя прав за сбитого насмерть пешехода, то он может почти сразу вновь сесть за руль. Главное иметь деньги и связи. Мало кто соблюдает правила поведения после аварии. Автомобилист легко может посадить сбитого пешехода и даже чужого ребенка к себе в салон и оставить место происшествия. Иногда пострадавшего довозят до больницы, а иногда выясняют самочувствие, забалтывают его и в итоге просто довозят до дома, так и не показав пострадавшего медикам. Граждане Туркменистана сохраняют свои водительские привычки за рубежом, и это наглядно демонстрирует всю глубину проблемы. Так, в России в 2023 году туркмены оказались на первом месте среди всех иностранцев по так называемому индексу виновности в ДТП. Они были признаны виновными в 70% аварий, в которых участвовали. И это касается не только простых гастарбайтеров. В 2022 году туркменские дипломаты попали в перечень частых нарушителей правил дорожного движения в Берлине, а в Лондоне однажды поймали с телефоном за рулем зятя самого Гурбангулы Бердымухамедова. У вас имеется новость, которой вы хотите поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма,
Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.